Что будет с ценами на бензин в это непростое время, когда объявлена пандемия по коронавирусу и, самое главное, обрушилась стоимость нефти на мировых рынках? Реакция на события уже последовала. Так, независимый топливный союз предупредил о риске спекулятивного роста цен из-за вируса. Разбираемся в ситуации прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с вице-президентом Российского топливного союза Ринатом Фатаховым. Ринат, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вы оцениваете текущую ситуацию? Давайте начнем с этого. Да, давайте сразу успокоим наших жителей. Я считаю, это мое экспертное мнение, что предпосылок для роста цен на автозаправочных станциях их нету. Более того, есть предпосылки для их снижения. Но губернаторы некоторых регионов говорят о том, что взяли ситуацию на контроль. Как вы считаете, это просто пиар? Я не знаю. Мне кажется, она всегда на контроле у всех органов, каких только можно, и у губернаторов, и Федеральной антимонопольной службы, и у Минэнерго, у всех-всех. Ну и, кстати говоря, про контроль, президент России Владимир Путин отреагировал на эту ситуацию. В частности, он удивился тому, что цены, по его данным, выросли, несмотря на то, что вот цены на мировых рынках, они на нефть упали. Как будет осуществляться этот контроль? Известно ли вам? Во-первых, цены выросли, он сказал, про прошлый год, и тогда цены не падали, а были, в принципе, растущие, стабильные. Сейчас цены упали, да. Контроль как осуществляется? Ну, в Федеральной антимонопольной службе идет вообще еженедельный контроль. То есть у них собираются рабочие группы, где оценивается в целом ситуация по оптовым ценам, по розничным и фактически по каждому региону. Наверное, когда мы говорим о розничных ценах, мы должны понимать, что они зависят от оптовых цен. И большое внимание уделяется формированию именно оптовых цен. И вот, чтобы простому жителю, допустим, понимать, как формируются сегодня цены в стране на розничные цены, мне хотелось бы буквально в несколько минут объяснить, как формируются оптовые. Угу. Да, у нас рядовой обыватель думает, что цены кто-то сверху спускает, назначает, звонит там и так далее. До этого нет. У нас, в принципе, абсолютно прозрачный экономический механизм формирования цен. Как формируется? У нас есть Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. На ней все покупатели, крупные более-менее, покупают нефтепродукты, а производители, соответственно, продают. Эта биржа идет ежедневно с часу до 3, и, соответственно, где рождается спрос и предложение. Соответственно, оптовые цены зависят от того, насколько этот баланс между покупателями и продавцами найден, существует именно на сегодняшний день, допустим. Да? Чем руководствуемся мы, покупатели, которые покупаем этот товар на бирже, вагонами, допустим, мы везем, потом привозим в регион, на нефтебазу и везем на АЗС. Мы руководствуемся двумя вещами. Первое – это деловая активность населения, то есть насколько много передвигаются люди, да? Автотранспорт частный, автотранспорт юридических лиц, перевозки. И второе, рынок всегда живет определенными ожиданиями, то есть это когда вот разные спекулятивные моменты возникают. Спекуляция не от плохого слова спекуляция, да, но есть сезон повышенного спроса. Есть когда заводы стоят на ремонт. И еще ряд моментов, когда мы ожидаем роста цен, когда мы формируем определенный запас, и в этот момент, допустим, может быть сезонный какой-то рост. Вот это чем руководствуются покупатели. Чем руководствуются поставщики, то есть производители нефтепродуктов, наши нефтяные компании. Это в первую очередь разница в цене между внутренним и внешним рынком. То есть у них есть всегда право отправить товар на экспорт, если там более выгодно, либо продать внутри страны. Но чтобы у нас не было такого коллапса, когда там экспортный паритет очень высокий, каждый производитель обязан 10% от объема производства продавать бензинов и дизельного топлива на бирже. Таким образом, там не может быть так, что вот все уехало на экспорт и ничего не продали. Это раз. И вот, можно сказать, что нефтяные компании руководствуются только этим и, соответственно, нашим спросом. Что мы на сегодняшний день имеем, чтобы все понимали? Чем будем руководствоваться мы, те, кто покупает, да, оптом этот товар? Мы однозначно ожидаем снижения деловой активности. Не надо нам объяснять сегодня, как из-за коронавируса будут падать реализация на АЗС, будет снижаться выручка, то есть люди, наверное, будут все-таки прислушиваться к рекомендациям, меньше ездить, удаленная работа сделает свое дело, люди будут меньше ездить на работу, и, соответственно, меньше будут гулять в выходные и посещать торговые центры. Вот это одно ожидание. Второе ожидание, конечно, индикаторы цены на нефть. Мы видим, что экспортная альтернатива у нефтяных компаний сегодня очень низкая, она гораздо ниже внутреннего рынка, и они увеличили продажи на бирже. Поэтому мы, как вот это промежуточное звено между розницей и оптом, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы покупать товар. И, соответственно, цены на бирже, после того, как рухнули цены на нефть, порядка на 5000 рублей упали, и есть все предпосылки, чтобы снижались дальше. Если мы говорим о снижении, то на какой размер стоит ожидать в рознице?
Вот нельзя, во-первых, прогнозировать такие вещи, да, и все, что я говорю, это всего лишь мое мнение. Я не могу сказать, мы же не знаем, как оптовые цены себя поведут до конца. Я сегодня скажу, что на сегодняшний день очень хорошая маржа у АЗС. И думаю, что в ближайшее время мы увидим, что цены на нефтепродукт на АЗС, скорее всего, начнут снижаться. В ближайшее время это какая перспектива? 2-3 месяца или раньше? Да, думаю, в ближайший месяц мы это увидим, возможно, да. Почему это произойдет? Понятно, что сейчас упадет реализация, упадет выручка. Многие частные компании, они закредитованы, и снижение выручки это сразу поведет к тому, что банки будут снижать кредиты или вообще их отзывать. Поэтому, я думаю, борьба за клиента будет очень серьезная и между нефтяными компаниями. Ну, в нашем регионе просто она одна присутствует, нефтяная компания, а есть регионы, где, ну не одна, точнее, Лукойл еще есть, Лукойл и Роснефть, но есть регионы, где присутствуют 3-4 нефтяные компании, и там более, конечно, серьезная борьба между ними идет. И борьба за клиента, она непременно приведет к демпингу. По-другому не бывает. Если как-то смогут удержать цены на этом уровне, это будет, ну, по моему мнению, это будет определенное чудо какое-то. Ренат, еще очень многие эксперты говорили об особенностях российского рынка, и такой есть демпфер, который регулирует отношения вот, нефтяной компании, ну и государства. Стоит ли ожидать, что здесь что-то изменится тоже? Вот, во-первых, смотрите. И это не позволяло, уточню, и это не позволяло для телезрителей, это не позволяло снизить цены быстро. Вот, во-первых, объясните, пожалуйста, внешний рынок, он напрямую не коррелируется с внутренним. Вот внешние индикаторы складываются, нам понятно из чего, стоимость там бренда, да. У нас внутренние цены складываются на нашей бирже внутренней. Мы покупаем нефтепродукты, а не нефть. Это две разные вещи немножко. И, соответственно, не всегда сразу там падение приводит к падению здесь. То есть это для этого нужно, чтобы экспортная альтернатива снизилась. А для того, чтобы она снизилась, ну, смотрите, вот нефть упала, а доллар-то вырос. В перемножении мы практически ту же самую сумму имеем. Ну, конечно, чуть меньше. По идее, сегодня тогда доллар должен быть гораздо дороже. Но снижение там цены не всегда прям напрямую коррелируется. Но через определенный временной лаг, когда экспортный паритет для производителей низок, и они отправляют товар на внутренний рынок, но это дней 30 должно пройти, чтобы этот товар дошел до складов. Вот тогда мы начинаем видеть это снижение. По поводу демпфера, это замечательный механизм, который был, слава богу, разработан в нашей стране по поручению президента в прошлом году, и Дмитрий Николаевич Козак вот, все это довел до ума окончательного. Мы видели вот реально кризисный год, 18-й был, где оптовые цены были выше розничных. И независимо АЗС терпели очень большие убытки. И был принят этот демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать, что очень высокие цены на нефть, что очень низкие цены на нефть. И благодаря ему у нас весь 2019 год был стабилен. На сегодняшний день нефтяники тоже уже сами в бюджет доплачивают, потому что цены очень низкие. Я не буду объяснять, как он работает, там очень сложный механизм, очень сложная формула, но этот механизм позволяет проходить кризисные времена. Ренат, независимый топливный союз на фоне пандемии и падения цен на нефть попросил Михаила Мишустина, премьера российского правительства, об отсрочке кредитов, налогов и демпфера, предполагающих выплаты в бюджет при более высоких ценах на бензин на внутреннем рынке. Как вы оцениваете вот такие действия? Ну, во-первых, я не понимаю, чем руководствуется эта организация. Я ее до конца, честно, не считаю очень профессиональной, потому что всегда вот в такие времена очень тяжелые возникает куча каких-то общественных организаций, которые якобы заботятся о людях, о простом населении. Во-первых, как платятся налоги, это не совсем наше дело. Это государство решает, как платить нефтяным компаниям. Вот нефтяные компании это устраивает, а какие-то общественные организации почему-то это не устраивает. Сегодня еще раз, у нас стабильные розничные цены, у нас хорошая маржинальность на сегодняшний день, и предпосылок для роста нет. Просить об отсрочке кредитов, ну, вот это, знаете, как во время чумы, вообще о чем-то сейчас, по большому счету, я считаю, просить государство. Да, есть более, наверное, тяжелые сферы, которые это сейчас, вот, ну, допустим, фитнес-клубы закрывают, да, или рестораны будут закрываться. Авиаперевозчики, туриндустрия. Авиаперевозчики, да, там все это понятно. Общепиты, да. До нас тоже это докатится, когда проливы на ЗЭС упадут, но на сегодняшний день они пока не падают, люди, наоборот, там, в вагоне ездят по торговым центрам, и реализация всех неплохая. Как только это дойдет, мы будем думать, что делать. Но на сегодняшний день мы ни о какой помощи не просим, потому что нам бы не мешали работать, и все, нам никакой помощи не нужно. Мы попросили об экономических механизмах, которые нам могут помочь в работе. Первое, мы написали вчера письмо на имя Мишустина, одно, и одно на имя Борисова, это вице-премьер, который сейчас курирует ТЭК. Мы попросили, первое, Мишустина рассмотреть возможность и посодействовать нам в снижении эквайринга. То есть это процент, который мы платим с того, что люди рассчитываются по картам на АЗС. И в рамках того, что сейчас наличность является предметом передачи коронавируса, как пишут, люди больше начинают пользоваться картами. Это очень хорошо. У нас растет безнал. Но мы с этого платим 1,7%
комиссию банку. Это очень большая цифра, которая в европейских странах в разы ниже, но почему-то в нашей стране с этим особо не занимаются, на мой взгляд. Вот мы попросили нам содействия в этом, то есть это обыкновенный рыночный механизм. Второе, мы попросили Борисова поднять вопрос о возврате продажи алкоголя на АЗС. Нам вообще непонятно, из-за чего это было отменено в свое время. Ну, А как давно это отменили? Я не помню, но уже, по-моему, лет 5. Угу. Что это даст? Это даст, но это повысит рентабельность работы АЗС. На сегодняшний день только ритейл продает алкоголь, пиво и так далее. В свое время это отменили, потому что кто-то доказал, что из-за этого люди могут выпить за рулем. Но это все никак не связанные вещи. Понимаете, это то же самое. Если не продавать на АЗС контрацептивы и сказать, что вырастет рождаемость в стране. Вот, мы не видим никакой корреляции. Мы не видели людей, которые покупают пиво на АЗС, садятся пьяные за руль. Насколько вероятно, что действительно вернут? Какие ваши аргументы в пользу того, чтобы это вернулось действительно? Равные условия. Угу. То есть это, мы считаем, что ограничительные меры. Это же не ограниченный к обороту товар. Мы также не будем его продавать после 10 вечера, мы также не будем продавать несовершеннолетним. При соблюдении действующих правил. Да. И резюмируя, и международная практика в Европе везде алкоголь на АЗС продают. Ренат, и резюмируя наш сегодняшний разговор, давайте концентрированно скажем, все-таки какой прогноз наиболее вероятный, что будет дальше с ценами на бензин? Еще раз повторим просто. На мой взгляд, розничные цены на АЗС могут снизиться. Для этого есть очень хорошие предпосылки. Первое, это сами по себе рыночные механизмы сегодня благоприятные для снижения цен. И второе, это то, что государство на это обратило внимание, и сегодня есть хорошее время, когда это можно сделать. Спасибо большое, Рената. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был вице-президент Российского топливного союза Ренат Фатахов, и мы говорили о том, что будет с ценами на бензин.